К нам присоединяются наши телезрители. Вопрос поступил в ВК. Руслан Ершов спрашивает, что делается в республике для того, чтобы заработала система долговременного ухода. Работу эту мы ведем достаточно активно. Значит, мы, конечно, не пилотный регион, как ряд других регионов по внедрению этой формы, поэтому мы в таком более свободном режиме систему долговременного ухода внедряем. Но что это такое, система долговременного ухода? Вообще самая главная задача этой системы – максимально сохранить возможность пожилого человека с инвалидностью проживать дома в привычных для него условиях. Что для этого необходимо сделать? Самое главное – обеспечить для него своевременную социальную услугу на дому по месту жительства. В случае, если его состояние здоровья ухудшается, необходимо обеспечить, и если он проживает с родственниками, либо одиноко проживает, необходимо обеспечить дополнительную такую реабилитацию, чтобы человек постоянно сохранял свое здоровье, когнитивное здоровье. Мы создаем отделение дневного пребывания, чтобы хотя бы на 4 часа и более человек выезжал из дома, чтобы он, это такая борьба и с одиночеством, в том числе с ранними признаками деменции, чтобы он выезжал в привычный круг общения, обеспечивал общение. Это отделение дневного пребывания. В прошлом году было создано такое отделение дневного пребывания в Сыктывкаре при Тентюковском доме-интернате. Уже сейчас отмечаем позитивную очень динамику. Мы видим, что пожилые граждане рады их родственники, потому что в какой-то степени, вот как люди говорят, это детский сад для пожилых. Действительно, во время занятости сын, дочь может направить вот такое отделение дневного пребывания своего пожилого родителя после работы, забрать, привезти домой. Если человек одинокий, мы организовываем подвоз. Пожалуйста, это прекрасная мера поддержки, которая очень востребована в республике. В этом году, значит, в Сысольском районе открылось такое отделение. В настоящее время проходят ремонтные работы в поселке Новый Бор, значит, Усть-Илимского района. В этом году открывается в Усть-Илимском районе несколько отделений. То есть вот эта работа, она продолжается. Открытие отделений – это очень важное направление по созданию системы долговременного ухода. Но сама система имеет еще ряд сервисов. Это создание в каждом муниципалитете школ по уходу за пожилыми людьми. Для того, чтобы человек максимально мог со своими родственниками дальше проживать, надо родственников научить грамотно, правильно ухаживать за своим пожилым человеком. Такие школы по уходу созданы во всех муниципалитетах. Следующий сервис – это пункт проката технических средств реабилитации. Но это очень важно. Пока человек ожидает в рамках индивидуальной программы реабилитации свое техническое средство, это может быть коляска, это может быть трость, это может быть костыли, санитарные кресла, очень-очень многие разные технические средства реабилитации. На время ожидания мы можем предоставлять в прокат такие ТСР, как мы коротко говорим. Это тоже работает во всех муниципалитетах республики. Ну и очень важно обеспечить доступность социальной услуги в рамках всей этой системы в отдаленных населенных пунктах. Мы обеспечиваем работу мобильной бригады. Но это и было в республике, это всегда было. Это такая работа межведомственная, когда одновременно специалисты поликлиник, центральных районных больниц выезжают совместно с разными службами по месту жительства пожилых граждан, предоставляют комплекс услуг, рассказывают о новинках, о мерах поддержки. Но очень важно, мы проводим по месту проживания такую оценку нуждаемости. А нужно ли посмотреть или пересмотреть порядок оказания услуг, если человек одинокий, возможно, ему уже необходимо оформить документы для устройства в интернатное учреждение. И это тоже как один из видов вот всей этой системы. Система создается. Система, я считаю, что уже начала работу. Сможем в конце года, я думаю, уже оценить ее эффективность. Ну и вопрос достаточно емкий, да? Да.